Свой рабочий визит полномочный представитель президента в СКФО вместе с главой Чечни начали с возложения цветов к памятнику советского солдата на Братской могиле. В торжественном мероприятии роль почетного караула досталась воспитанникам Грозненского военного Суворовского училища. Рамзан Кадыров и Сергей Меликов почтили память героев минутой молчания. Со времени Великой Победы прошло 70 лет, однако память о воинах, принимавших участие в сражениях против фашизма, живет в сердце каждого россиянина. На фронтах Великой Отечественной воевали и десятки тысяч уроженцев Чечни. Меликов выразил благодарность за содержание в образцовом состоянии памятника и братской могилы. Затем Сергей Меликов и Рамзан Кадыров направились в Республиканский дом печати. 4 декабря прошлого года это здание было разрушено в результате вылазки бандитов. И ровно через 20 дней в рекордные сроки дом печати был полностью восстановлен. Кадыров рассказал, что мало кто верил, что за такое короткое время практически полностью выгоревшая многоэтажка примет новый облик. Гости прошлись по всем этажам, осмотрели редакционные помещения. Министр печати Шаид Джамалдаев рассказал, что здесь располагается штаб-квартира печатных и электронных СМИ. Здесь у нас Вести Республики. А вот в доме печати, получается, каждый этаж за каким-то изданием? Да, за каким-то изданием, да. У нас есть НТВ, группа «Первый канал». Они арендуют 2 этажа. И Тартас, РИА Новости. Мы сейчас обновляем, молодежь подтягиваем. У нас школа юных корреспондентов. Мы сейчас его делаем, школу повышения квалификации журналистов. Вот будут свои кадры. Зеркальный фасад здания украшает 4 зеленых полосы, символизирующие логотип телерадиокомпании «Грозный». Из окон дома печати полпреду показали издание самого телевидения. Оно является первым и единственным спутником-вещателем в Чеченской Республике. Также Меликов увидел и новый корпус телеканала, оснащенный новейшей аппаратурой. Вот новое здание, а вот это вот бывшая часть типографии дома печати. Это здание все входило вот в это здание. Сейчас у нас под телевидение. Вот это полностью телевизор. Следующий пункт визита полпреда и Рамзана Кадырова – 20-я школа. Она тоже пострадала в ходе событий 4 декабря. Гостей встречает директор школы Мариам Газиева. Она рассказала, что о таком быстром возвращении в родные стены здесь и не мечтали. Как ваша школа? Жаловаться нечем. Все хорошо, Рамзан Ахматович. Потихонечку занимаемся. После каникул начали свои занятия. Дети довольны, что учебный процесс в своих стенах. Потому что все-таки свои стены гораздо лучше, чем в гостях. Теперь о том страшном, где здесь ничего не напоминает, радуются не только преподаватели, но и дети, которые на время восстановления были распределены по другим школам. Здравствуйте. Здравствуйте. Салам алейкум. Тебя как зовут? Маша. А у тебя какие оценки? 5. 5? 1 4. Ты будешь математиком, наверное? Ботаником будет, да? Что ты делаешь? Ты делаешь дома? А можешь? Все, вот так. Посмотрите, вору уже дома. Особенно дома. Гости побывали в нескольких классах, пообщались с детьми. Учащиеся не только рассказали о своих успехах, но и поблагодарили Рамзана Кадырова за возможность вновь учиться в родной школе. Ассаламу алейкум. Вот, какие гвардии yaptılar. Молодежь. Учитель, ты будешь? Мы благодарим Рамзана Кадырова, что он сделал такую хорошую школу. Мы благодарим его. Спасибо. Школа оснащена самым современным оборудованием, включая интерактивные доски. По словам Сергея Меликова, чтобы в такие рекордные сроки возобновить учебный процесс, нужно очень любить детей. И глава Чечни доказал это в очередной раз. Проекторы, интерактивные доски у нас были, но сейчас у нас все новое оборудование. Нам дали. Да, после этих событий, после восстановления запускали школу уже совсем оборудованы. Да, ребята, вот Рамзан Ахматович на самом деле детей и школу очень любит, поэтому за такой короткий срок все восстановилось. Побывали гости в школьной столовой. По словам директора школы, это одно из самых любимых мест учащихся. Полпред интересовался и рационом питания детей. Питание как сейчас? Питание, есть категория детей, которые бесплатно питаются, да, а есть категория детей, которые за счет родителей. Ну, как во всех школах российских. В завершении визита Сергей Меликов сделал подарок для детей, учитывая, что 2015 объявлен годом литературы. Полпред принял решение передать школе собрание сочинений одного из великих русских классиков. Хотим в Пятигорске собрать в марте месяце преподавателей русского языка, ну вот в свете тех вещей,
Рамзан Ахмедович, если можно, вот директора школы сюда отпустить, Ассоциация есть. а мы там подумаем, как-то человеку сказать спасибо. Хорошо. Хорошо? Спасибо. Ясмина Гацаева, Луиза Батыжева, Ахмед Джабраилов, Джамлайл Хаджалиев. При поддержке пресс-службы главы республики. Новости.